Продолжение темы. Ухтинская станция скорой помощи уже ощутила пополнение автопарка. В конце ноября сюда поступили сразу 4 новые «Газели» класса «Б» для оказания общей медицинской помощи, а чуть ранее 2 реанимобиля класса «С». Все 6 машин уже ежедневно используют в работе. О преимуществах новой техники узнала Виктория Науменко. За 12-часовую смену бригада скорой помощи совершает 12-15 выездов. Круглосуточно по Ухте дежурят 9 выездных бригад, по одной в Яриге и Водном, еще одна в санавиации. Здесь, на Синюкова 10, располагается единый штат медицины катастроф, который делится на скорую помощь, работающую на выездах по городу и окрестностям, и службу экстренной консультативной помощи и медицинской эвакуации. Последним приходится совершать регулярные вылеты санавиации в отдаленные районы. Новые автомобили активно используют все. Бригады у нас существуют разные. У нас есть реанимационная, врачебная, общепрофильная, фельдшерская, общепрофильная. Соответственно, они выезжают по поводам. До 12 раз за 12 часов выезжают. Иногда 14-15. Вот в пик было так. Полностью Ухтинский, все, МГУ Ухта, все обслуживается. Ну, вообще по ДТП мы начинаем с Чиньеворика и кончая туда, в сторону Троицка-Печорска по километрам. У всех бригад график плотный, работа непростая. Без профессионализма медиков, безусловно, никуда. Но техническое оснащение играет не последнюю роль в скорости и качестве работы. Новая техника как раз позволяет значительно их повысить. Автомобили класса Б и С старого образца тоже частично в ходу, но новым значительно уступают. При желании всегда можно поддерживать необходимую температуру для оказания, например, помощи на улице пострадавших ДТП и еще там ситуация. Значит, оборудован кислородной разводкой, электрической разводкой, для того, чтобы можно было подключать оборудование, не зависеть, скажем так, от аккумуляторных батарей. Значит, оборудован аппаратами ИВЛ, разным другим медицинским оборудованием. Преимущество новых автомобилей отмечают даже водители. Максим Уваров работает шофером на скорой 4 года. За это время приходилось садиться за руль самых разных машин. Меняют их регулярно, поскольку гарантийный срок службы у них 5 лет. Однако такого масштабного обновления за последние годы он не припомнит. Замена автопарка была примерно где-то 5 раз. Но поступления небольшие. Вот сейчас в этом году очень большие поступления автомобилей. Вот 10 машин мы получили новых. И ждем, конечно, что в будущем будет еще. С таким масштабным обновлением все проблемы с оборудованием и автопарком гарантированно решены. Но любое оборудование бессмысленно без квалифицированного специалиста. В период пандемии кадровый вопрос встает особенно остро. Медики и сами болеют. И здесь на помощь должна прийти вакцинация. Первая партия препаратов Коми уже поступила. И именно врачи станут первыми, кому будет сделана прививка. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.